Слово для выступления предоставляется обращающей стороне представителю АО «Мамыр» Адылову Эрнесту Сабыровичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Ваша честь, я прошу, чтобы начала Анна Викторовна, а я дополню. Хорошо. Спасибо. Анна Викторовна, пройдите к трибуне, пожалуйста. Уважаемый суд, основанием для нашего обращения в Конституционный суд послужили следующие обстоятельства. Значит, в 2007 году мы обратились с иском в административный суд и ГУ «Кадастр» с просьбой выдать нам государственный акт о праве частной собственности. Наши требования были удовлетворены. Ну вот спустя уже длительное время, 15 лет, государственное учреждение «Кадастр» обращается с заявлением о пересмотре данного судебного акта, то есть решения суда, по вновь открывшимся обстоятельствам. Значит, судом первой инстанции 30 мая 2022 года было отказано ГУ «Кадастр» в пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. ГУ «Кадастр» обратилась с апелляционной жалобой на данный судебный акт административного суда. И 18 июля 2022 года суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу ГУ «Кадастр». Решение от 2007 года было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, и дело было направлено для рассмотрения по существу в административный суд, то есть суд первой инстанции. Мы не согласились, написали в Верховный суд. Верховный суд оставил в силе определение от 18 июля, то есть определение из Сокольского областного суда. Поэтому, уважаемый суд, значит, после того, как состоялось решение Верховного суда, нами, значит, сотрудниками акционерного общества «Мамыр», были, в соответствии с тем заявлением, к которому обратилась ГУ «Кадастр», они приводят там сведения, которые, по нашему мнению, не соответствовали действительности и вводили суд в заблуждение. Поэтому, значит, нами были сделаны соответствующие, значит, запросы для поиска документов по поводу порядка распределения этого земельного участка. И были обнаружены документы, о которых нам не было известно, вообще не было известно о их существовании. Мы не знали, что ранее от нашего земельного участка площадь была намного больше, 133 гектара. Значит, 20 с лишним гектаров было отобрано как раз под строительство там растительных систем. То есть земля уже была отобрана, а ГУ «Кадастр» по этим основаниям и заявила свои требования, говоря о том, что земля не была выделена под строительство растительных каналов. Но мы нашли документы, которые свидетельствовали совершенно об обратном. Соответственно, у нас возникло право на защиту своих интересов путем подачи заявления о пересмотре судебного акта из Сокольского областного суда от 18 июля, которым было отменено решение суда за 2007 год по существу, и дело направлено на новое рассмотрение. Но наше заявление о пересмотре этого судебного акта, уважаемый суд, было оставлено без удовлетворения по одной единственной причине, что в соответствии, значит, с решением Конституционного суда от 17 марта 2021 года в административно-процессуальный кодекс были внесены изменения. И вот тот акт судебный, который мы обжаловали по вновь открывшимся обстоятельствам, вернее, просили пересмотреть, прошу прощения, он не входил в перечень, предусмотренный частью 2 статьи 267. Вот и все. Разбирательство продлевалось буквально там незначительное время, и по этим основаниям нам было отказано в пересмотре. Разумеется, мы обжаловали Верховный суд. Еще раз уточните, да. Какой судебный акт конкретно вы обжаловали? Мы обжаловали не входит, как по вы вновь говорите, открывшимся обстоятельствам. Нет, это понятно. Да, а судебный акт из Сокольского областного суда от 18 июля 2022 года. То есть тот судебный акт, которым все-таки решение было отменено, и дело направлено на новое рассмотрение, было отменено, значит, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, по мнению ГУ «Кадастр». Вот этот судебный акт нами был обжалован.
И он не входит в перечень. Да, как вы и они говорите. нам сообщили, что поскольку входят судебные акты, которые там перечислены в соответствии с частью 2, это, значит, может быть обжаловано. Ну, решение суда, понятно, значит, отказ в принятии жалобы, там, оставление без рассмотрения, а наш судебный акт в этот перечень не входил. Поэтому, уважаемый суд, Верховный суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты из Сокольского областного суда. Поэтому, уважаемый суд, мы полагаем, что вот такой перечень, который приведен в статье 267 части 2, будем, как говорить, ограничивает наше право, вообще даже, можно сказать, лишает нас права на защиту своих интересов. Тем более, уважаемый суд, по нашему мнению, мы считаем, что наши добытые документы, как вновь открывшиеся обстоятельства, настолько очевидны, что возможность заявить об этом в суде нарушает наше право на защиту, которое гарантируется Конституцией, в частности, частью 4 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики. Право на защиту своих интересов не может быть ограничено. Не может быть ограничено. Но, по нашему мнению, часть 2 статьи 267 ограничивает наше право на защиту. Поэтому мы были вынуждены, считаем, что это правильно, обратиться к вам в Конституционный суд и просить проверить на соответствие Конституции части 2 статьи 267 Административно-процессуального кодекса. У вас все? Да.